Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. Машиностроение, нефтяная промышленность и развитие умного города. Если немножко времени, я бы просил моих коллег в городе Район-Мазмир. О перспективах сотрудничества между Татарстаном и Туркменистаном после визита Рустама Минниханова в Ашхабад расскажет Салават Мухаммадулян. 4 пострадавших, 1 человек в реанимации. Вагоновожатый здесь ничего не сможет сделать. Это электроника. Из-за чего в Казани сегодня 2 трамвая сошли с рельсов, выяснила Юлия Гоголева. Приступили к учебе. Мы так решили, что лучше, если они будут в своем классе, в коллективе и пообщаются со своими. Как организовали учебный процесс для учеников 175-й гимназии, узнал Дмитрий Аринин. Уже 2 утонувших в Татарстане. Хочу призвать горожан выбирать для отдыха у воды лишь муниципальные пляжи. Когда и где купаться безопасно, узнала Алина Зинатуллина. 2 крупных инцидента с трамваями произошли за последние 3 дня в Казани. Так, сегодня ранним утром на остановке Халитова столкнулись 2 трамвая. Пострадали кондукторы и водители. Одному из них, возможно, ампутируют ногу. Увы, это далеко не первое ЧП с участием электротранспорта. В субботу на проспекте Победы у трамвая отказали тормоза. Люди выпрыгивали из него на ходу. Чудом обошлось без жертв. Что же не так в трамвайном парке столицы и почему вмешивается прокуратура? Подробности у Юлии Гоголевой. Вагон, который был первый, он пропускал пешехода. Очевидец рассказывает, расстояние между трамваями перед столкновением было около 150 метров. Но в какой-то момент 2-й вагон стал неуправляем и резко поехал вперед. Вагон 1311 начал самопроизвольно набирать скорость. И это уже не первый случай в этом трамвайном депо. Вагоновожатый здесь ничего не сможет сделать. Это электроника. Авария произошла около 7 утра недалеко от остановки Халитова. Пострадали кондуктора и водители трамваев. 3 после осмотра медики отпустили домой. Водитель одного из вагонов в реанимации. Операцию на ногу ему делали больше 6 часов. Сейчас работают травматологи и сосудистые хирурги на сохранение конечности. То есть вшиваются сосуды новые, из вены взятые. А вы подъехали уже, когда все произошло? У вас сейчас простой трамвай идет, я так понимаю? Ну да, что да. Из-за аварии, которая произошла сегодня утром, почти на 5 часов было парализовано движение трамваев на Сибирском тракте. Восстановили его только около 12 часов дня. По факту столкновения трамваев проверку начали в прокуратуре республики. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Также продолжается проверка по факту инцидента с трамваем на проспекте Победы. Там во время движения у транспортного средства отказали тормоза. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Аварии с участием трамваев в Казани в последнее время участились. В субботу в районе Глушко пассажиры выпрыгивали из вагона на ходу, потому что у трамвая отказали тормоза. А это кадры, сделанные в сентябре и декабре прошлого года. Тогда в салоне трамваев по непонятным причинам произошло возгорание. Чудом никто не пострадал. Что-то в советское время никогда ничего не случалось, а сейчас стало случаться. Значит, плохо обслуживают. Обратить внимание на проблему еще в прошлом году на республиканском совещании требовал президент Татарстана. Аслан Каримович, тут были несколько происшествий, то есть и с горением, и с тормозной системой. Заключу договор с какой-нибудь организацией. Пусть специалисты ГИБДД дадут, какая организация подходит. Эта тема стала одной из горячих и на декабрьском совещании в мэрии. Никто вечно не пришел, ни один из директоров, и депутаты Госсовета в том числе. Или наведите порядок, или пусть на их место перейдут те, которые не безразлично. Бронзой не покрылись и в статую не превратились. В Метроэлектротранс об аварии сегодня сообщили следующее. У одного из вагонов произошло ускорение. На данный момент трамваи оба находятся в депо. Устанавливаются причины произошедшего. Либо это технический фактор, либо это человеческий фактор. В Метроэлектротранс сейчас идет внутреннее расследование. Свое слово скажет и прокуратура. Вопросов к организации много. Насколько изношен сегодня трамвайный парк? Есть ли претензии к производителям вагонов, квалификации водителей, обслуживанию техники? В Метроэлектротранс эти вопросы пока оставляют без комментариев. С чем связана вот такая повышенная в последнее время аварийность? Мы сейчас говорим о конкретных случаях. Юлия Гоголева, Данил Филатов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.
И, как стало известно, расследованием причин аварии с трамваями займется специальная рабочая комиссия. В ее состав вошли сотрудники городского комитета по транспорту, ГИБДД и Метроэлектротранс. Уже известно, трамвайным вагонам, которые попали в аварию, 4-й год. В феврале этого года они прошли технический осмотр и были исправны, сообщил комитет по транспорту. Сегодня возобновились занятия для учеников, пострадавших от нападения 175-й гимназии. Выпускники 9 и 11 классов сели за парты 174-й школы. Для остальных создана возможность учиться дистанционно. Для первоклашек появились дежурные классы. Время сдачи ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 175-й гимназии решено продлить на 1,5 часа. Также начался сбор предложений родителей школьников, чтобы отправить их в санатории. Обо всем подробнее Дмитрий Аринин. 86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников 175-й гимназии сегодня пришли на учебу в 174-ю школу. Первоклашки отправились в дежурные классы 171-й. Мы так решили, что лучше, если они будут в твоем классе, в коллективе и пообщаются со своими. Как говорят родители и ученики 174-й школы, они сделают все возможное, чтобы поддержать всех. Это же беда была для всех. Сладче как-то обратиться к этим детям. Хочу, чтобы они дружили со мной, как и я с ними. Буду с ними всегда играть, помогать им всегда в трудную минуту. На территорию 174-й школы сегодня посторонних не пускают. У входа дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Охрану усилили накануне. На входе в школу продолжают нести службу сотрудники ЧОПа. Договор с ними действует весь учебный год. Всех пришедших проверяют металлоискателем. В школе установлены 3 тревожные кнопки. Все подходы к зданию контролируются через камеры видеонаблюдения. Все вокруг школы, все видно. Вот центральный вход видно, задний двор видно. Если что-то подозрительное заметите, куда нажимать? Тревожная кнопка у нас. Здесь выпускникам 175-й гимназии предстоит завершить учебный год в очном формате. Уроки для 3 9 и 1 11 класса будут вести их же учителя. Для занятий подготовили 4 кабинета. В столовой организовали горячее питание. Кабинеты расположены рядом, по соседству друг с другом. Также выделен учебный кабинет для учителей 175-й гимназии, где они смогут подготовиться к урокам. Дети питаются по графику, и горячим питанием все дети 175-й гимназии, а также 174-й школы будут обеспечены. Ученики остальных классов учатся очно и дистанционно. Последний звонок для выпускников гимназии, где произошла трагедия, прозвенит в 174-й школе. Предстоит решить, проводить его совместно или отдельно. В 175-й гимназии сейчас работают следователи. После в гимназии пройдет капитальный ремонт. Принято решение о капитальном ремонте школы. Мы провели родительские собрания со всеми параллелями. Отдельные слова благодарности службе психологической помощи и Министерству образования, и МЧС России. Профессионалы и родители об этом говорили, пришли нам на помощь, и в том числе по восстановлению школы. Как это будет, мы в диалоге с родителями и с нашими психологами эту работу проведем. Выпускникам 175-й гимназии решено продлить на 1,5 часа время сдачи ОГЭ и ЕГЭ и предоставить на выбор срок экзамена – основной, резервный или дополнительный. Уже 19 и 20 мая состоится заседание психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся 9 и 11 классов и их родителей для обеспечения благоприятных условий при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. По результатам заключения комиссии учащиеся 9 класса будут сдавать ОГЭ только по русскому языку. Также сейчас у родителей школьников 175-й гимназии собирают пожелания о летнем отдыхе их детей. Всех обеспечат бесплатными санаторно-курортными путевками. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Как помогать детям и взрослым в трудных ситуациях? Психологи республики продолжают давать полезные советы для тех, кто оказался в стрессовой ситуации из-за трагедии в Казанской гимназии. Кандидат медицинских наук Марина Белоусова сегодня рассказала: спорт, игры и труд помогают ребенку отвлечься от стресса. Чувство усталости полностью подавляет тревогу. По словам психологов, депрессия у детей может проявиться и через 3 месяца. Тогда у него изменится поведение, появится агрессия. Советуют родителям быть более внимательными к детям.
Лучше говорить о том, что я за тебя переживаю. Почему ты сейчас такой раздраженный? Может быть, у тебя что-то случилось? Может быть, ты сам не понимаешь, почему в тебе так много сейчас этой агрессии. Давай поговорим. Не хочешь со мной? Давай поговорим с психологом. Не хочешь очно? Есть детский телефон доверия. Там никто не узнает, что ты звонил. То есть вот эти пути родители должны знать сами, и они должны очень четко, по возможности, маршрутизировать. Уже прошло 3 таких прямых эфира. В ближайшее время состоятся еще 4. Они находятся на всеобщем доступе. Записи любой родитель может посмотреть на портале правительства Татарстана и на YouTube-канале пресс-службы президента. Также работает телефон горячей линии. Один ребенок в крайне тяжелом, еще 3 детей и 1 взрослый в тяжелом состоянии. Так оценивают московские врачи состояние поступивших к ним пациентов из Казани. Напомним, в столицу перевезли 8 человек. Еще 1 ребенок и 2 взрослых сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние 15 детей, которые сейчас находятся в Казани, в ДРКБ, остается стабильным. Их жизни ничего не угрожает. Российский Красный Крест и Сбербанк завершают сбор средств для пострадавших 175-й гимназии. Он был открыт в день трагедии. За неделю собрано более 73 миллионов рублей. Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших, сообщил председатель Красного Креста Павел Савчук. Также в гимназии планируют создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Рустам Минниханов поблагодарил организаторов сбора и отметил, цитата: «В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным». Татарская гимназия номер 18 обретет долгожданный пристрой за 500 миллиона. Мы рассказывали, как ее ученики часто учатся в кабинетах соседней школы, а физкультурой занимаются в зале размером с однокомнатную квартиру. Когда начнется строительство, читайте в интернет-газете «Реальное время». Развитие машиностроения, сотрудничество в нефтедобыче и умный город, по примеру Татарстана. Богатым на договоренности получился визит президента республики в Туркменистан. В Ашхабаде Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В прошлом году наш товарооборот составил $107 миллионов. И обе стороны желают работать на рост этих показателей. Что готов Татарстан экспортировать, расскажет Салават Мухаммадулин. Это рейс Казань-Ашхабад. У трапа самолета Рустама Минниханова встречает заместитель председателя правительства Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Президента нашей республики приветствует из табло аэропорта. Рахим Этегес, добро пожаловать. Уважаемый Рустама Минниханова принимает Гурбангулы Бердымухамедов. На встрече президент республики выражает соболезнования в связи с кончиной его отца Меликгулы Бердымухамедова в апреле. Большая потеря, и наш долг, наш близкий и товарищ, и старший брат, и все выражаем слова глубокого соболезнования. Друг познается в беде. Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, Татарстан занимает особое место в сотрудничестве с Россией. Туркменистан – наш стратегический партнер. Рустам Минниханов об этом говорил не раз. Так, в апреле страна закупила у КВЗ вертолеты. Сегодня президенты осмотрели один из них – медицинский Ми-17. О сотрудничестве шла речь и на апрельской встрече в Казани Рустама Минниханова с вице-премьером Туркменистана. Он приезжал на Евразийский форум. В допандемийный 2019 президент республики совершил в Ашхабад 2 рабочих визита. Развиваются такие направления сотрудничества, как нефтедобыча, машиностроение, энергетика, поставка химической продукции и образование. Есть немножко времени, я бы просил моих коллег коротко проинформировать. Детали новых этапов сотрудничества обсуждают уже на расширенной встрече делегаций. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил $107 миллионов. Мы отправляем наземный транспорт, каучук, оборудование и механические устройства. Закупаем пластмассовые изделия и овощи. Большой объем в товарообороте между Татарстаном и Туркменистаном занимает продукция КАМАЗа. Сейчас действует контракт на поставку почти 2000 грузовиков. В рамках него последняя партия автомобилей прибудет в Ашхабад в августе. На перспективу уже подготовлена дорожная карта. В ней предусмотрены и электробусы.
Татнефть в Ашхабаде проводит ремонтные работы на скважинах. В стране дополнительно добыто свыше 106 тысяч тонн нефти. В январе в филиале компании в Туркменистане запущено производство по ремонту насосно-компрессорных труб. Сейчас Ашхабад готовится заложить фундамент умного города, и здесь Татарстан также готов помочь. Салават Мухаммадуллин, Марат Хусаинов, Адель Миндубаев, ТНВ, Туркменистан. В Татарстане побит температурный рекорд, который держался более века. Как сообщает Гидрометцентр, 15 мая в Казани было зафиксировано 31,4 градуса тепла. Последний раз столь высокие температуры в это время года фиксировали в 1898 году. Тогда столбик термометра поднялся до 29,6 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 года назад, в 2019 году. Тогда температура воздуха достигла 30,6 градуса. Добавим, что накануне из-за аномальной жары в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Вечером 17 мая ожидается гроза с усилениями западного ветра до 15-20 метров в секунду. Купальный сезон в республике официально еще не открыли, а утонувших уже двое. В селе Уразметьево Муслюмовского района накануне погиб 54-летний мужчина. За 3 дня до этого в Кукмаре утонул 18-летний парень. О готовности городских пляжей сегодня говорили на совещании в Казанской мэрии. Кто и когда займется спасением утопающих, расскажет Лина Зинатуллина. Накануне утром из местного пруда в селе Уразметьево Муслюмовского района достали тело мужчины. От берега 60 метров, глубина все 5. Скорее всего, из-за перепада температур его охватили судороги. Позвать на помощь человек в таком состоянии не может. А в минувший четверг на реке Лубянке Кукмарского района всего в 2 метрах от берега утонул 18-летний челнинец. Предположительно, в темноте упал с берега и не смог выбраться. Аномально жаркий май в скором времени подтолкнет граждан и горожан к водоемам. Аномальная жара ускорила неофициальное открытие купального сезона. Его старт традиционно 1 июня. В Казани сейчас готовят 5 муниципальных пляжей: Локомотив, Нижнее Заречье, Озера, Глубокое, Большое Лебяжье и Комсомольское. Их приемка состоится до 27 мая. До этого пляжи должны очистить, обследовать дно, взять пробы песка и воды и отремонтировать оборудование. Спасатели и медики здесь будут дежурить с 9 утра до 8 вечера. Хочу призвать горожан выбирать для отдыха у воды лишь муниципальные пляжи, на которых должным образом будет организована работа спасателей и медицинских служб. Напомню, что в прошлом году на организованных пляжах города был спасен 21 отдыхающий, в том числе 5 детей, и 119 отдыхающим оказана первая помощь. Купальный сезон 2020 года поставил антирекорд по утонувшим. В Казани погибли 18 человек, один из них ребенок. В республике 64, 8 из которых дети. С 1898 года мне подсказывают, что не было таких аномалий жарких, поэтому мы всегда готовили к 1 июня. Поэтому я прошу, чтобы максимально быстрее завершили работы и выдали все необходимые разрешения. По статистике, около 80% случаев гибели на воде происходят в необорудованных и запрещенных местах. Главная причина – вход в воду в нетрезвом виде. Спасатели напоминают, за купание в необорудованных местах грозит штраф до 1500 рублей. Лина Зинатуллина, Роберт Набиуллин, Евгений Юсов, ТНВ, Татарстан. Итак, в республике установилась аномальная жара. В разы увеличился риск пожаров. Поэтому правительство республики на 21 день ограничило доступ в леса. В зеленую зону сейчас не пройти, не проехать. На лесных тропах установлены предупреждающие знаки и шлагбаумы. Проезд через лес разрешен только в том случае, если там находится населенный пункт. Пожарные дежурят в лесах круглосуточно. Наблюдают не только с земли, но и с помощью авиации и спутников. Для минимизации этих рисков мы перешли на круглосуточный режим несения службы. Весь инспекторский состав круглосуточно патрулирует земли лесного фонда. Исполнение постановления Кабинета министров об ограничении пребывания граждан в лесу нами установлено дополнительно свыше 100 шлагбаумов. Мост перекрыли, а по объездной дороге не пройти, не проехать. В непростой ситуации оказались жители близлежащих деревень Альметьевска. Переход через реку Степной Зай признали аварийным. Большегрузы и легковые авто стали передвигаться через село Надырово. Жители такому трафику не рады, поселковая дорога и так разбита. Есть ли выход из этой ситуации, разбиралась Филюза Хамидуллина. Неделю назад здесь была оживленная трасса, теперь ни души. Мост между Альметьевском и Азнакаево впервые закрыли на капремонт. Он был построен еще в 1957 году. Нарушена и конструкция, значит, идет оголение арматуры, разрушение бетона. Было принято решение
во избежание каких-то трагедий закрыть этот мост на ремонт. Весь поток машин решено было пустить через село Надырово. Отсюда короче в разы, говорят автомобилисты. Однако состояние дороги оставляет желать лучшего. С огорода начинаются, там ямы, глубина 30 сантиметров. То есть колеса просто взрываются. Дочка начала жаловаться: мама, я боюсь ездить по этой дороге, потому что там обрывы. Яма на яме, извилистые повороты и никаких знаков. К тому же эта дорога узкая. Утром и вечернее время здесь вот такой нескончаемый поток машин. Жители села переживают: если не предпринять никаких мер, то скоро и от сельских дорог ничего не останется. Не просто стало и жителям села. По этой дороге ездят большегрузы, дети ходят в школу, коров угоняют на луга. У Рамиля Григорьева 5 детей. Теперь дорога в школу стала настоящим испытанием, говорит многодетный отец. Там поворот такой, и этот поворот слепой поворот. Там ни пешеходного перехода нету, ни знаков нет. Тяжело добираться до Альметьевской жителям села Бишмунча. С нашей деревни обучается 32-30 детей. Хотели выделить автобус. Вот так произошло, что закрыли мост. Мы сейчас останемся без автобуса. Ремонтировать мост начнут лишь в 2022 году. Жители обеспокоены. За это время с таким трафиком от сельской дороги ничего не останется. Они просят сначала отремонтировать объездную дорогу или построить временный мост. Недолго там бросить несколько труб, допустим, это понтонный пост можно сделать, для легковых автомобилей можно сделать. Так и сделают. После многочисленных обращений сегодня в районе принято стратегическое решение. Перед тем, как приступить к ремонту старого моста, рядом построят временный. Сегодня об этом нам рассказали в исполкоме. С 24 мая начинается строительство этого моста временного. Его будет производить сам подрядчик, который будет ремонтировать этот мост. Со стороны исполкома ведется работа, полностью ускоряющая весь процесс. Открыть его планируют уже 15 июня, а объездную дорогу через Надырово перекроют уже завтра. По ней смогут ездить только жители села. Основной поток пустят через поселок Актюба и село Тайсуганово. Фируза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Сегодня в Казани гала-концерт. Международный фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова прозвучал в концертном зале Салиха Сайдашева. Уже 17 лет событие зажигает новые звезды и развивает национальную эстраду. Более сотни заявок от представителей около 10 национальностей. Наш корреспондент Лилия Кашфарова о новом рекорде и бренде татарской песни. Мы находимся в фойе концертного зала Салиха Сайдашева. Специально вышли, чтобы не отвлекать зрителей и жюри, так как сегодня будут выбирать главную звезду 17-го международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова. Очень много участников из Башкортостана. Поступило 112 заявок, из них 33 заявок из Башкортостана. В том числе очень активное участие принимают не только татары, проживающие в Башкортостане, а именно башкирские исполнители. И в этом году очень активное участие принимали представители других национальностей. Вот вы их сегодня увидите: русские исполнители, азербайджанские ребята, армянские ребята. Это как вот в этом году, когда у нас в республике идет год родных языков и национального единства, это, наверное, играет особую роль. Фестиваль носит имя одной из культовых фигур СССР татарского певца Рашида Вагапова. И вот уже 17 лет этот бренд татарской песни продолжает искать и открывать новые таланты. Инициативу проявили татары, башкиры, русские, мордва, армяне и азербайджанцы. В этом году 112 заявок, и это новый рекорд. Я из Казани, у меня папа азербайджанец, мама грузинка. Участвую вот в этом фестивале впервые. И так повезло, что вот я прошла до финала и выступаю на гала-концерте и пою татарскую песню на азербайджанском, на своем родном языке. Это татарская песня народная, есть своя мелодика красивая, мелизмы, над которыми нужно работать, конечно, но для меня это новое, и я вот хочу выучить татарский язык. Это было очень, круто, я бы сказал, в том плане, что я не ожидал такого, результата. Я думал, что что-то будет хорошее, но не настолько. С юными финалистами выступят и легенды фестиваля. На сцену выйдут Ринат Ибрагимов, Рафаэль Ильясов и даже гости из Италии. Всех объединяет миссия развивать качественную национальную эстраду. Лилия Кашфарова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. На этом выпуск заканчивается. Больше новостей на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго и до встречи.
студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде после полезной информации. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка. Подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца мая доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево температура будет держаться выше 30 градусов. Осадки не наблюдаются. Жарко и сухо в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Там до плюс 31. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше солнце плавит асфальт. Дождей ждать не приходится. Плюс 29-30 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси аналогичная ситуация. Сухо-жарко, плюс 30-31 градус днем. Знойная погода сохранится в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Температуры бьют рекорды. Плюс 33. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше без осадков и очень жарко. Днем до плюс 33. Сезонная аллергия может омрачить радость от наступления весны и лета. Благир-3 – европейский препарат от аллергии. Таблетка Благир моментально растворяется во рту и помогает устранить основные симптомы аллергии. Заложенность носа и слезоточение, зуд и отек. Действует в течение суток. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани будет ясно, без осадков. Ночью около 18 тепла, а днем температура воздуха превысит 30-градусную отметку. Ветер восточный слабый, атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Магнитное поле Земли нестабильное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.